подтвердили у жителя еще одного города Якутии. Ситуация ухудшается. Не перейти вброд и не проехать на автомобиле. Талая вода заливает улицы Ленска. Красная книга обновлена. Перечень дополнили виды, обитающие в Якутии. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент России Владимир Путин сообщил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. По словам российского лидера, для проведения парада подготовка должна быть начата в настоящее время, однако риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. Праздник, Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан, участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам, не по должности, а по зову сердца, иду в одном строю вместе с вами. Также президент Владимир Путин запускает программу льготной ипотеки. Можно будет взять кредит по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. Президент обратил внимание, что пониженная льготная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года, уточнил глава государства. Предлагаю запустить, как это сейчас и прозвучало здесь только, специальную льготную ипотечную программу. Поддержать и наших граждан, и строительную отрасль. Дать людям дополнительные возможности с помощью государства улучшить свои жилищные условия. В рамках такой программы можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. Повторю, ставка для граждан составит 6,5%. Все, что выше этого уровня, будет субсидироваться государством. В еще одном городе Якутии обнаружили зараженного новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава региона Айсан Николаев. Так, в Мирном подтвердили COVID-19 у прилетевшего после лечения из Москвы мужчины. Он находился на самоизоляции с родителями. Как выяснилось, он заразился, находясь на лечении в Москве. И вчера он помещен вместе с отцом в больницу. У отца анализы взяты, данных еще нет, так, но по нему подтверждение есть. Вот, и поэтому сейчас по Мирному мы проводим также дополнительные проверки, в том числе тех лиц, которые у нас находятся в больнице с внебольничной пневмонией. Также у супруга заболевшей женщины из Вилюйска был выявлен коронавирус. 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Якутске. 4 новых случая зафиксировали в Алдане. 3 заболевших по линии семейной пары, которая работала на рынке. 1 случай у санитарки Алданской больницы. Как специалисты считают, передача пошла по линии детей. Дети играли на общей квартальной площадке в Алдане. И вот как раз, так как ребенок был уже инфицирован, то вот от нее пошла передача детям, а этот ребенок уже заразил вот эту санитарку. Вот пока такая основная гипотеза рабочая у наших органов Роспотребнадзора и наших медиков. Также Айсан Николаев сообщил, что на Чаиндинском месторождении в Ахтовом поселке объявлен карантин. В общей сложности по всей Якутии количество заболевших коронавирусом составило 47 человек, 15 полностью выздоровели, 32 получают необходимое лечение. А сейчас я передаю слово коллегам из Алдана. Руслан Павлов о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Руслан, здравствуй, тебе слово.
Здравствуй, Юля. Да, действительно, 4 новых случая. Динамика у нас происходит. Как уже сказали, что 3 случая по линии семейной пары, которая работала на рынке «Металлург», 1 случай санитарка районной больницы Алданской. Вот. По заявлению эпидемиологов, заражение произошло через детей, которые играли совместно на детской площадке. Именно под эти случаи, по словам главного санитарного врача Алексея Селютина, будет создаваться обсерватор. Их контакты устанавливаются, основная часть установлена, определяется место для обсервации. В инфекционном отделении развернуто новое ковидное отделение на 2-м этаже роддома. И также развернуто провизорное отделение, где сейчас находится 8 человек, имеющие симптоматику, но лабораторно пока не подтверждены. Выздоровевшие есть, Алексей Викторович? На сегодняшний день никто не выписан, проходит лечение, тяжелых случаев нет. Да, согласно этой ситуации, с утра глава города Александр Бугай по радио еще раз обратился к населению города Алдана сохранять меры самоизоляции строжайшие, потому что в цепочку зараженных уже вплетаются дети. Ситуация непростая. Полиция также будет ужесточать мероприятия по проверке людей, находящихся на улице, и принимать к этому меры. Юля. Спасибо, Руслан. За ситуацией в Алдане следит наш корреспондент Руслан Павлов. В Якутии с середины февраля по апрель направлено из резервного фонда более 286 миллионов рублей на мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в республике. Деньги пошли на приобретение медицинской техники, а также на содержание обсерваторов. Для разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65, проживающим на территории городских округов Якутск и Жатай, было направлено 55 миллионов рублей. 10 миллионов направлено на выплаты стимулирующего характера медикам. Волонтеры Хангаласского улуса присоединились к всероссийской акции «Мы вместе». Добровольцы доставляют продукты, лекарства, помогают в решении бытовых проблем, рассказывает Виолетта Засимова. Волонтерский штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» в Хангаласском улусе начал свою работу 24 марта. На сегодняшний день 93 человека на добровольной основе помогают землякам, которым в период эпидемии коронавируса по определенным причинам предписано не покидать пределы своего жилища. На сегодняшний день волонтеры, оказывающие помощь пожилым гражданам и маломобильным, есть в каждом поселении Хангаласского улуса, во всех 18 муниципальных образованиях. В Покровске насчитывается 16 волонтеров. Все они разделены по микрорайонам города. Если заказ поступает, например, с микрорайона Кирзавод или с центра города, то за обработку заявки берутся волонтеры, живущие неподалеку. И насчет профессий волонтеров, да, все с самых разных отраслей. Например, есть муниципальные служащие, есть учителя, есть медики. И Федерация хангаласского бокса тоже к нам присоединились. Возраст от 20 до 35 лет. Механизм оказания помощи в доставке продуктов или лекарств состоит в следующем. Нуждающийся звонит на номер горячей линии. Оттуда заявку перенаправляют в республиканский, затем в улусный волонтерский штаб. Затем заявку распределяют по населенным пунктам. Волонтеры на местах уточняют детали заявки, позвонив обратившемуся за помощью. Далее закупка продуктов, лекарств или бытовых товаров и бесконтактная доставка. Заказали мы продукты первой необходимости. И к обеду они привезли. Волонтеры молодые, очень вежливые, доброжелательные. Очень довольна работами волонтеров. Это я уже 2-й раз заказываю. И призываем возрастное население воспользоваться услугами волонтеров. В Махсагалохе зарегистрировано 10 действующих волонтеров и 15 значатся в запасе. Помимо заявок от жителей поселка, волонтеры также выполняют заявки постояльцев социального общежития. За раз оттуда поступает до 10-15 заявок. Забавный факт. Пожилые жители поселка, находящиеся на самоизоляции, при помощи волонтеров умудряются поздравлять друг друга с днем рождения, пересылая через них открытки. А есть у них какие-то специфические требования? Ну, не требования, а просьбы, вот, например, по заявке, да? Ну да, например, газету там привезти или землю. А что это было? Для рассады. Для рассады. Да. Ага. Тоже такие бывают заявки.
На сегодняшний день волонтерами УЛУСа обработано 234 заявки, и эта цифра растет изо дня в день. Стать волонтером акции «Мы вместе» просто. Во-первых, определиться, подходите ли вы под требуемые критерии. Возраст от 18 до 50 лет, хорошее самочувствие, без признаков ОРВИ и высокой температуры, а также без хронических заболеваний дыхательной системы. Во-вторых, если вы отвечаете критериям, подаете заявку на сайте mывместе2020.рф и ждете ее одобрения в течение суток. Помимо этого, если у вас юридическое или психологическое образование, вы можете стать онлайн-волонтером и давать консультации или просто поддерживать в это непростое время своих земляков. Виолетта Застимова, Федор Тарасов, Хангаласский УЛУС. Праздничная пасхальная служба в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе пройдет в онлайн-режиме. В Якутске приостановили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Православные верующие смогут увидеть прямую трансляцию пасхального богослужения в эфире нашего телеканала с 23 часов 18 апреля до 2 часов 19 апреля. Вы, оставаясь дома, смотря телевизор, слушая эти благодатные звуки, тоже будете приобщены к пасхальной радости, к пасхальному празднику. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это исключительная Пасха, особенная. Оставайтесь дома, совершайте молитву домашнюю и смотрите пасхальное богослужение на канале Якутия-24. Талая вода заливает улицы Ленской. Их не перейти вброд. На автомобиле тоже местами трудно преодолеть лужи и снежные болота, которые образовались практически в каждом дворе. Снег тает медленно, воды много, лужи в этом году даже там, где их никогда не было. Подробности у Марины Крутихиной. С таким пешеходы и водители улицы Портовская сталкиваются регулярно. Стоит выпасть даже небольшим осадком, двор превращается в одну большую лужу. Жильцы говорят, им просто не повезло. Придомовая территория ниже относительно остальных. И добавляют, коммунальщики все же могли это предотвратить. В данной ситуации только приезжать откачивать. И все-таки своевременно, наверное, нужно убирать снег, чистить. Если бы не было такое количество снега, не было бы такой огромной лужи. Заявки от жильцов этой улицы в управляющей компании «Градсервис» принимают уже не первый год. Каждый раз они отправляют технику, откачивают талую воду вакуумной машиной. Вот и в этот раз все по привычному сценарию. Но затем все снова повторяется. Очередные осадки, очередная заявка от жильцов. Жители могут самостоятельно, либо через нашу управляющую компанию обратиться в органы местного самоуправления для решения вопроса водоотведения в районе данного дома. Нельзя сказать, что в управляющей компании бездействуют. То отправят на помощь грейдеры, то откачают воду с самых проблемных участков. Но проблему это никак не решает. Таких дворов, как по Портовской, еще с десяток. Вот и остается их жителям надеяться пока лишь на хорошую погоду, чтобы снег побыстрее растаял, а лужи высохли сами. Марина Крутихина, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Уникальный перечень животного мира Красной книги России дополнили виды, обитающие в Якутии. Так, в обновленный список впервые вошел сибирский таежный гуменник. Самый крупный гусь, как его еще принято называть. Населяет таежную зону Центральной и Восточной Сибири. Точная численность популяции неизвестна, а по данным биологов, количество этих пернатых снижается вследствие охоты и браконьерства в России. Вторым краснокнижным видом стал краснозобик. Гнездовой ареал этой птицы охватывает крайнюю северо-западную часть республики. По предварительной информации, сейчас на территории Якутии насчитывается не более 400-500 этих птиц. Редкий вид мировой фауны нуждается в дополнительном изучении, утверждают ученые, так как он относится к категории малоизученных видов. Пользуются фотоловушки, можно поставить. Метод зимнего маршрутного учета, когда по следам считают. Ну а птиц, конечно, на гнездовьях, перелетах и так далее. Но наша республика очень большая по размерам. Здесь исчезающие, а есть категории, которые малоизученные виды, которых очень трудно увидеть в природе, добраться до их мест гнездования и так далее, и так далее. Вот к ним относится и краснозобик. Он очень малоизученный вид, который встречается только на арктическом побережье нашей республики. И в соответствии с этим, что знаний о нем мало, и поэтому, возможно, он и малочисленный ген, а точных данных нет. И поэтому он как бы превентивно внесен в Красную книгу.
Красная книга России была обновлена впервые за 23 года. Всего в новый список вошли 29 пернатых и 14 млекопитающих. Все краснокнижные особо охраняются государством, об охоте на них не может быть и речи. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.